Проект «Федеральный уровень» посвящен работе главы Якутии за пределами республики. Журналисты федеральных СМИ задают свои вопросы руководителю региона. Александра Майер, Регнум. С доставкой грузов в отдаленные труднодоступные регионы периодически возникают проблемы. Возможно ли как-то решить их кардинально? Что можно сделать, чтобы таких трудностей было меньше? Какая работа в этом направлении ведется? Каковы ежегодные объемы финансирования доставки грузов в отдаленные населенные пункты? Якутия – это особый регион по территории, по инфраструктуре, по доставке грузов. Мы единственный субъект в Российской Федерации, где есть очень большой объем доставки грузов в так называемых условиях ограниченной навигации. Что это означает? Ну, многие в республике не знают, что такое ограниченная навигация, досрочный завоз грузов, поэтому я хотел бы очень коротко объяснить. Мы речь ведем о доставке грузов в центральной Якутии без проблем, потому что они доставляются и рекой, и железной дорогой, круглогодично, круглосуточно. Здесь проблем мы не видим. Но более 60% территории Якутии, которые попадают в северные улусы, арктические регионы, то там завоз осуществляется абсолютно другим способом. Например, я просто рассказываю так, как я рассказываю и руководителям правительства Российской Федерации, и министерств и ведомств Российской Федерации, как это делается. Мы зимой накапливаем груза, товар покупаем сегодня, оплачиваем деньги и накапливаем в Осетрово, в Искуте. И до начала навигации по реке Лене ожидаем. В мае месяце открывается навигация, мы спускаем по реке Лена. Май, июнь, июль. И по северным рекам, которые мы должны доставлять, по Индигирке, по Колыме, по Яне, по Анабару, мы ждем открытия арктической навигации. Груза доставляются пароходами до устья реки, рек этих при открытии навигации арктической. Это конец июля, начало августа. И потом это завозим, развозим по устьям рек. К этому времени навигации в этих реках были уже завершены. Речь идет о том, что Яна, Индигирка, Колыма, они начинают раскрываться тоже в конце мая. И при этом в июне, в июле работает навигация по тем грузам, которые были доставлены в прошлом году. И потом завершается. Значит, что получается? Мы когда берем груза и завозим по устьям рек северных, мы этот товар оставляем на накопление зимой в устьях рек до следующей навигации. Через год уже открывается навигация в этих реках, и они начинают поднимать вверх по реке Яна, по реке Колыма, Индигирка. И там разводят по входным базам на местах, в районных центрах в основном. Потом ожидаем зиму. И зимой, когда уже через 1,5 года, когда зима приходит, когда мы груз уже спустили верховых линий, уже зимой начинаем развозить уже по населенным пунктам. Вот это называется доставка северного завоза грузов. То есть это идет, а потом мы должны еще продавать в течение полугода, вот продаем. То есть, чтобы мы купили спичку, соль, сахар, верховьях лени завезли в этом году, то это продается через 2 года. Вот такая сложная схема доставки грузов. И последние годы ситуация очень усложнилась тем, что, во-первых, навигация в верховьях реки Лены совсем изменилась с точки зрения маловодности верхней части реки Лена. Последние 5 лет мы испытываем в августе-сентябре большие проблемы доставки грузов из верховья Лены, потому что воды нет. А почему? Потому что сегодня же считают причиной о том, что вырубили лес в Иркутской области. Поэтому мы сегодня поставили перед правительством с точки зрения изменить сроки доставки грузов с верховья Лены в ранний июнь и июль месяц. Это первое. Или начало августа. Второе. Мы испытываем очень большие сложности на барах рек в последние годы.
То есть мы, несмотря на то, что навигацией арктической доставляем груза до устья рек, а потом с больших пароходов, эти пароходы не могут зайти в реки, потому что на барах глубина не обеспечивается. Это мы последние 3-4 года подряд испытываем. Тоже сложность появилась. И последнее, особенно характерно, это в этом году, когда мы уже доставили груза до входных баз, оттуда мы должны развозить по районам в зимнее время, обеспечить запас на следующую зиму, угля, продуктов и так далее. Вот мы не можем сегодня, вот в этом году, вы, наверное, уже слышали, осенью выпал очень большой обильный снег. И в результате пробивать зимника стало трудно физически, потому что снег толщиной 2-2,5 метра. До сих пор мы пробиваем дорогу. Вот это создало условия о том, что если зимники должны открываться к 1 января, к 1 февраля, то в этом году мы на месяц почти опоздали. И это создало угрозу срыва завоза товаров. В связи с этим мы сегодня дали поручение уже менять определенную схему завоза с точки зрения по объемам завоза. То есть мы должны создать такие запасы, чтобы запасы на следующую зиму хватало не до 1 января, не до 1 февраля, а до 1 марта. Вот эту схему мы будем сейчас создавать. То есть сегодня так называемый северный завоз, который традиционно решался абсолютно без проблем последние 20 лет, но вот последние 3-4 года создает сложности. Исходя из этого, будем принимать определенные дополнительные меры решения этой задачи. В целом по республике под завоз расходуется где-то около 30 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов – это зимнее время, более 20 миллиардов – это в летней навигации. Это имеется в виду и центральная группа районов, это и северные районы, все входят. Елена Ливадянская, Парламентская газета. Как идет в Якутии реализация программы «Дальневосточный гектар»? Сколько заявок подано? Не затрагивает ли эта программа интересы малочисленных народов? Не секрет, что в республике почти треть территории – это ареал проживания этнических групп. Но когда принимался закон и в предварительных обсуждениях, конечно, мы заняли свою четкую позицию, что закон приниматься должна. Мы здесь видели прежде всего выгоды самих якутян. И мы всем говорили, я даже принимал 2 таких дополнительных решения, что людям бесплатно доставались земли. Это наряду с федеральным законом, еще и по табунщикам, и по тем, кто хочет создавать свое подсобное хозяйство или крестьянское хозяйство, мы даже приняли закон. То есть мы видели в этом благо для якутян. Поэтому этот вопрос, конечно, мы продвигали, поддерживали, и при этом не забывали, что необходимо создать определенные условия защиты по тем территориям, которые нуждаются в этом. Мы более 70% через федеральный закон защитили свою территорию. Остались те земли, где можно вести сельское хозяйство, где можно заниматься производством. И на них мы приглашали и приглашаем, и будем приглашать наших якутян, чтобы они больше брали земли, чтобы заниматься производством, получать доходы и так далее. Но с другой стороны, этот вопрос был излишне политизирован. Ну, у нас же каждое событие вызывает определенную радость некоторым политикам, в кавычки, которые на этом обычно набирают очки. Они не видят суть, для человека ли направлено, или для его выгоды направлено. Если политик смотрит больше всего в кавычки свою выгоду, он начинает шуметь. А нам надо всегда искать выгоды для людей, которые живут на территории Якутии. Ну, они что озвучили? Озвучили, что якутские земли после, скажем, вступления 3-го этапа будут все розданы федералам. Но я тогда говорил, и сейчас говорю, на территории Якутии, территорию это могут осваивать те люди, которые жили и живут на территории Якутии, потому что они только умеют это осваивать. С точки зрения, скажем, экстремальных условий, резко континентального климата и так далее. Другой это не может. Ну, поэтому мы это подтверждение видим, что когда начался ажиотаж федеральный о том, что надо получать земли, люди все-таки выбрали южные регионы.
Приморье, Хабаровск, Амурская область, но не Якутия. Сегодня мы в целом по республике имеем заявок более 15 тысяч. Из них это более 15 тысяч это наши люди, якутяне. Но при этом только более 140 заявок из 20 регионов Российской Федерации. И притом они в Якутске, Мирном, в Алдане просят земли в основном. Но несколько заявок хангаласскими, мегано-хангаласскими. Больше нету заявок. Я думаю, этот ажиотаж больше не будет так, скажем, действовать на сознание людей, чтобы вдруг получать столько много земель из центральных регионов Российской Федерации. Поэтому нам и тогда говорилось, сейчас говорится о том, что не надо бояться. Нам самим надо брать эти земли, самим надо расширять свое производство в этом плане. Вот это я всегда призывал и призываю. Поэтому закон сегодня работает, прежде всего это федеральный закон, прежде всего работает в интересах якутян. Я всех приглашаю, всех призываю, особенно коллективные земли берите, создавайте поселения, создавайте производство. Это же каждый может. Но почему-то неохотно идут. Особенно я горожан призываю к этому. Ольга Дидяева и Тартас. Как скажется уход президента Ауруса Андрея Жаркова на взаимоотношениях руководства Республики Алмазной корпорации? Можно ли, на ваш взгляд, ожидать преемственности в ключевых аспектах руководства компании или нужно готовиться к серьезным изменениям векторов развития? Мы являемся, Республика Саха-Якутия, крупным акционером этой компании. И, конечно, этот вопрос будет всегда решаться с участием республики. И когда разговор шел о том, что Андрей Вячеславович Жарков уходит, а этот вопрос обсуждался давно уже, это прямо с лета прошлого года, и, соответственно, параллельно шли консультации, кем заменить. Конечно, мы не средства массовой информации, мы не те, которые слухами занимаемся, мы конкретно работаем именно по конкретным вопросам, поэтому консультации я вел и с руководством правительства Российской Федерации, с руководством Министерства финансов, как руководителя наблюдательного совета, в частности, с министром Силуаном Антоном Германовичем. Все это работа проведены. Ну и определенно у нас была и встреча с предполагаемым кандидатом. Я один из них, который первым встретился с этим кандидатом, сегодня он уже известен, это Иванов Сергей Сергеевич, вице-президент банка Сбербанк, который представлен уже, получил директиву правительства Российской Федерации, и такую же директиву получили члены наблюдательного совета и со стороны правительства Республики Саха-Якутия поддержать эту кандидатуру. Но просто я сегодня, пользуясь моментом, хочу довести, что Сергей Сергеевич достаточно молодой человек, но при этом прошел очень хорошую школу жизни. Он имеет большой опыт работы на федеральных структурах, в частности, финансовых структурах. Это очень важный момент, тем более компания «Алроса», кроме того, что является горнодобывающей компанией, он всегда принимает на международном рынке. Поэтому сегодня этот момент мы обязательно должны учитывать. И тем более Сергей Сергеевич с точки зрения как и руководителя, и как человека, и как имеющий опыт работы на международном и на российском уровне, имеет очень хорошее представление о нашей компании. Поэтому тем более он очень конструктивен. И в связи с этим мы приняли решение поддержать его кандидатуру. Мы с ним сидели, беседовали примерно 1,5 часа, потому что он очень заинтересованно спрашивал про компанию, про Якутию. И при этом вы наверняка уже видели по телевидению о том, что он, когда встречался с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, подчеркивал, что компания работает на территории Якутии, и интересы Якутии должны учитываться. Об этом подчеркивал и сам председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, и сам Сергей Сергеевич. Поэтому это вопрос согласен. Вот такие вопросы постоянно возникают, и по ним мы работаем. И, конечно, по мере возможности стараемся информировать, но есть такие детали, которые нет необходимости с каждым обсуждать. Но я единственное могу сегодня четко подчеркнуть в том, что взаимодействие с компанией с учетом интересов акционера главного Якутии, с учетом интересов жителей Якутии, с учетом интересов самой компании, потому что компания работает на территории Якутии в основном.
конечно, это взаимодействие будет обеспечено. Мы всегда к этому относились очень конструктивно. Мы конкретно, очень инициативно всегда подходили по отношению к компании. Мы в компании не видим дойные коровы. Некоторые хотят это таким образом представлять. Мы говорим о том, что компания должна работать стабильно. Компания должна работать с учетом перспективы. Компания должна учитывать определенные социальные аспекты республики. Компания должна учитывать и особенности того производства, которое происходит в условиях Якутии. Все это мы ставим, и такие же условия, такие же темы разговора были и с Сергеем Сергеевичем Ивановым. Поэтому и он понимает, он воспринимает, он на это отреагировал. И притом правильно отреагировал. А то, что касается с теми, которые управляли до этого, ну, в ближайшие десятилетия, если взять, то работали Выборнов, 5 лет работал Андреев Федор. Это Борисович, это достаточно такой был менеджер грамотный. Ну и Жарком у нас ситуация сложилась неплохая, потому что мы, прежде всего, действовали таким образом, учитывая интересы самой компании. Поэтому всеми руководителями это воспринималось и воспринимается. Я думаю, на этот раз то же самое будет. Мы никак не можем поставить такие условия, чтобы вот давайте вы в Якутии, давайте мы вас будем гнобить, а вы будете на нас работать. Наверное, это несправедливо и некорректно, это и бесперспективно. Поэтому мы должны все учитывать. Но при Андрее Вячеславовиче мы единственное, что можем отметить, мы получили, будем в этом году получать исторический рекорд по дивидендам. Эта компания столько дивидендов за один год, как в этом году, не даст. Поэтому здесь определенно мы видим, что компания с точки зрения финансовой устойчивости, несмотря на сложности на мировой конъюнктуре рынка, работает более устойчиво. Об этом даже Сергей Сергеевич Иванов сам тоже подчеркнул, что компания в финансовом плане на данном этапе она устойчива. Олег Санников, Интерфакс. Депутаты Элтумена, обеспокоенные неудовлетворительным качеством строительства социальных объектов в арктических и северных улусах республики, предлагали создать организацию по контролю за качеством строительства. Создана ли такая структура? Если да, то каковы ее полномочия, как осуществляется контроль? Но структуру мы создавать не будем, потому что я считаю, что у нас существующая структура исполнительных органов власти и других органов достаточно объемная. Рождать из-за того, что там кто-то что-то натворил, я думаю, нет необходимости. Вот я позавчера был в Устьянском районе, как раз я рассказывал, как пример отношения наших строителей к своим обязательствам, своим обязанностям по строительству качественных объектов. В частности, сегодня Казачинская средняя школа, которая была построена в 2011 году, до сих пор очень холодный. Качество очень плохое было. Но, к сожалению, пытались там исправить ситуацию, но не смогли наши подрядчики. И в результате эта школа сегодня является, ну, во-первых, некачественным, во-вторых, уже попал в ряд, скажем, списываемых объектов в ближайшем будущем. Поэтому разговор шел именно о строительстве второй новой школы. Это отдаленный участок на реке Яна, в который живут более 1000 населения человек, бывший районный центр. И школа там необходима. Учатся очень много детей. И расширяется этот поселок, единственный, который расширяется в Устьянском районе. Я тогда обратился к населению, сказал, самым эффективным, самым сегодня достойным для того, чтобы контролировать, является общественный контроль. Мы уже эту работу прошли за все эти последние годы. И там, где общественность эффективно контролирует, эффективно следит за ситуацией по строительству объектов, жилья, там, с общественных, социальных объектов и так далее. Везде контроль держится хорошо и качество обеспечивается.
Поэтому думаю, что наряду с теми контролирующими органами, которые существуют и зарплату получают, которые плохо контролируют, я честно скажу сегодня, то надо усиливать общественный контроль. Надо создавать прямо общественные советы по тем отраслям, где создаются объекты, в частности, если школа строится, значит коллектив школы и родители должны создать и каждый день проверять этот объект. В этом случае качество будет обеспечено. Таких примеров в республике много. Олег Санников, Интерфакс. В Якутске планируется реконструировать к столетию образования Якутской ССР республиканский зоопарк Артадайду. Каковы объемы финансирования проекта, из каких источников будут выделены эти средства? Что включает в себя проект реконструкции? Но многим известно о том, что у нас есть зоопарк на территории Хангаласского района в Артадайду. Этот зоопарк, в крайнем случае, на Дальнем Востоке является одним из таких хороших, посещаемых зоопарков, и при этом по разновидности зверей, которые там содержатся, тоже имеет очень такое хорошее состояние. Но, конечно, начинали мы в простых условиях. И необходимость строительства современного зоопарка есть. Мы это хорошо знаем. Но, с другой стороны, по тем объектам, которые посвящены к столетию нашей республики, мы сегодня даже начинаем работу, уже планировать мероприятия по 400-летию воссоединения Якутии с российским государством. Поэтому мероприятий очень много. Но при этом я должен сегодня подчеркивать о том, что мы должны всегда подходить к этим вещам реально. Желающих решать такие проблемы много. Кто-то хочет, чтобы у нас появились хорошие культурные центры, кто-то хочет, чтобы у нас появились и объекты здравоохранения хорошие, зоопарки, школы, больницы. Много чего у нас планируется. Но при определенных возможностях мы эти объекты, конечно, будем решать. Этот объект будет стоить примерно 700 миллионов рублей по предварительным расчетам. Там содержательная часть проекта заключается в том, что мы должны построить современные вольеры, благоустроенные и так далее, поэтому затраты будут очень большие. Уверен о том, что к 2022 году появится такой современный зоопарк, я сегодня не могу. Потому что нам сначала надо проект сделать, включить план непосредственно финансирования. Сегодня все-таки и страна, в том числе и республика, испытывает определенные сложности в формировании доходов бюджета республики.